В последнее время парение стремительно набирает популярность. Для тех, кто до сих пор не знает, что это такое, поясню, что вейпинг от английского слова vape – это вдыхание пара электронной сигареты. Пар появляется путем испарения специальной жидкости. Но что же будет, если выпить эту самую жидкость для электронных сигарет? Давайте разберемся. С вами Fact Channel. Поехали! Чтобы понять, какой будет реакция на организм на столь необычное использование жидкости для электронных сигарет, стоит взглянуть на ее состав. Основными составляющими последней являются пропиленгликоль и глицерин в различных соотношениях. Также в состав жидкости может входить никотин, однако это не обязательно. Итак, давайте по порядку. По информации из разных источников, летальная доза глицерина равняется от 50 до 500 грамм для одного приема. Пропиленгликоль не сильно отстает от этих показателей, и если верить Гуглу, то смерть наступает после приблизительно 100 грамм принятия этого вещества внутрь. Но в любом случае эти два компонента являются пищевыми добавками, а значит их токсичность не слишком велика, чего нельзя сказать о никотине. Как правило, летальную дозу никотина трудно определить, поскольку он легко разлагается и обычно содержит некоторое количество воды. Однако, судя по различным оценкам ученых, смертельным количеством этого вещества можно считать около 1 мг на 1 кг веса. Но не спешите паниковать, ведь в жидкостях для парения никотина достаточно немного, а самые популярные его концентрации от 1,5 до 6 мг на миллилитр жидкости. Таким образом, если взять жидкость с крепостью 6 мг для человека весом в 60 кг, то для летального исхода достаточно выпить всего 10 мл жидкости, а при меньшем употреблении возникнут симптомы отравления никотином, а именно многократная рвота, шум в ушах, расстройство зрения и слуха, замедление, а потом учащение пульса. Также возникает аритмия, зрачки сначала сужаются, а спустя небольшое время расширяются и так далее. Подведем итоги. Скорее всего, если выпить жидкость для электронной сигареты, то человек просто получит отравление никотином, притом его серьезность будет напрямую зависеть от количества выпитой жидкости. Я искренне надеюсь, что это видео было полезным для вас, и вы ни в коем случае не будете экспериментировать таким образом. Настоятельно рекомендую быть бдительными и прятать жидкость для электронных сигарет в места, недоступные для детей. Также рекомендую поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал, а я в свою очередь буду радовать вас новыми, еще более интересными видео. Также теперь у нас есть паблик ВКонтакте, где можно поучаствовать в создании видео, голосуя за ту или иную тему в вопросах и комментариях.